такие трофеи попадаются в центре города, на реке Уфа. У подводного охотника Вячеслава Мосунова из Уфы глаз наметанный. 2 года назад в районе Тужиловки он заметил на дне реки Уфа необычный предмет. Сначала подумал коряга, подплыл поближе, оказалось бивень мамонта. На глубине 4 метров примерно увидел дерево интересной формы, решил его приподнять. Оказалось, это дерево что-то тяжелым, и в итоге оказалось это бивень мамонта. Но очень интересные ямы, есть до 6 метров камень, очень много завалов из бревен. Если здесь поискать, то можно много чего найти интересного. И вот этим летом новая находка подводного археолога. Вячеславу Мосунову просто везет на реликтовые останки мамонтов. На этот раз Вячеслав обнаружил на реке нижнюю часть челюсти мамонта. Артефакт редкий, но уже не неожиданный. На наших реках уже довольно часто стали попадаться остатки в виде костей мамонтов, нижних челюстей и бивней. Попадаются лопатки, вот с другими частями уже, конечно, сложнее, реже попадаются. Нашел, занимаясь подводной охотой возле подмытого берега на глубине около 3 метров. На реке Уфа, прямо в черте города. Челюсть тяжелая, я ее взвесил, она весит 19 килограмм 900 грамм, поэтому самостоятельно поднять ее не смог, только с помощью друга. Я сразу понял, что это нижняя челюсть. Подобные вещи находили мои друзья, знакомые. Я много видел фотографий, поэтому сразу определил, что это нижняя челюсть мамонта. Мамонты появились в Плеоцене и жили 2 миллиона 9 тысяч лет назад в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. Исследование показало, что мамонты как вид практически вымерли примерно 120 тысяч лет назад, когда на планете на некоторое время несколько потеплело. С нескольких миллионов их общая численность уменьшилась до десятков тысяч. Факт остается фактом. Когда-то по нынешнему микрорайону Сипайлово и в Тужиловке бродили косматые великаны древности. 6-8 июля в Ишимбайском районе, недалеко от деревни Хазино, рядом с истоком реки Берхамут, прошел 3-й республиканский слет учителей географии. В слете приняли участие 33 команды и более 250 педагогов из школ республики. В качестве домашнего задания команды учителей представили комиссии информационные стенды по нематериальному культурному наследию населения своего района или города и выступили с презентациями этих материалов. Каждый год тематика слета у нас разная. В этом году у нас слет посвящается фольклориаде всемирной, которая будет проходить в Республике Башкортостан в 2020 году. Тематика. Все команды готовили как домашние задания рассказы по этносу, этнографии, культуре, традиции своего района. Подготовили художественные номера. Также по программе следующий день у нас обучающие занятия по туризму, по организации безопасности детского туризма, мастер-классы по получению грантов Российской Федерации по презентации Башгид, Центра развития внутреннего туризма. Дипломантами конкурса стали команды Баймакского района, города Стерлитамака, Благовещенского и Лишевского районов, Орджоникидзевского района города Уфы. Отличных работ было столько, что комиссия, кроме 3 победителей, дополнительно отметила еще несколько команд за оригинальный подход и особую бережность сохранения народной традиции. По итогам 2-го дня слета, в рамках которого прошли соревнования по преодолению полосы препятствий, спортивному ориентированию и письменный тест на знание краеведческого материала, были определены свои победители. Призовые места разделили между собой Иглинский, Илишевский, Зианчуринский и Краснокамский районы.
3 дня слета стали очень насыщенными. В конкурсной программе «Домашнее задание» каждая команда презентовала культуру, этнографию, быт и традиции своего района. Были подготовлены планшеты с богатым информационным материалом. А сами участники были одеты в национальные костюмы и угощали членов жюри различными блюдами и напитками, приготовленными по старинным рецептам. Миякинский район является родиной поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы. Наша выставка посвящена именно Мифтахетдине Акмуллы, творчеству наших учеников, работы их, выполненные нашими детьми. И, конечно, методическая выставка – это разработки, посвященные нашему селу, населению, которое проживает в нашем районе, и творчеству Мифтахетдина Акмуллы. Также в рамках слета прошла интересная культурная и экскурсионная программа. Рекордное число абитуриентов сдало в этом году свои документы в приемную комиссию Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Это учебное заведение имеет свои филиалы по всей республике и стало узловым центром соединения передовых достижений науки, профобразования и практического опыта. У нас в этом году открылся белорецкий филиал, к нам присоединили Белорецкий строительный техникум. Там мы тоже набираем на базе 9 классов рабочие профессии. С этого года в колледже можно получить и дистанционное образование практически по любой специальности и в любом учебном заведении России. Электронное образование – это шаг в будущее, считает руководство колледжа. Есть возможность получить образование в высших учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и некоторых других городов по таким специальностям, как информатика, государственное и муниципальное управление, менеджмент, психология, экономика, юриспруденция. Дистанционное обучение ведется в удобное время. В личной виртуальной студии нужен только компьютер или гаджет и доступ в интернет. Уникальные технологии позволят избежать необходимости переезда в другие города, затрат на транспорт и дадут возможность быстро получить диплом государственного образца.